Тайм Шахмарданов. Армысыздар, құрметті қонақтар және де кандидаттар. Менің атым Орынтаев Шахмардан, мен 10-шы А класында оқимын. Және де өзім туралы айтатын болсам, мен өте әдемімін. Және де менің қасиеттерімнен мен өте жауаптымын, жауапкершілігі мол адаммын, және де өте адал, өте еңбекқор адаммын. Сосын қасиеттерінің тағы да бір жақсысы, басқа адамдармен тіл табысу қасиетім бар. Ағылшын тілін өте жақсы меңгерген, upper intermediate, яғни B2 деген деңгейім бар. Жалпы осылай. А теперь я хочу рассказать про мои идеи и цели на должности спикера городского школьного парламента. Сейчас век технологий и, как говорится, век живи, век учись. Этим я хочу сказать, что мы человечество, развиваемся в лучшую сторону с каждым веком. В наше время для молодежи, подростков сделаны все удобства. Интернет, телефоны, сайты для подготовки ЕНТ, гранты на все профессии и так далее. Да, человечество развивается в лучшую сторону, но каждый развивается по-своему. Я считаю, это наш маленький минус, так как у нас нету единства. Для решения этой проблемы я хочу поделиться с вами своими методами решения. Первое. Проведение тренингов и семинаров не только в офисах, но и в социальных сетях, как Instagram, YouTube и TikTok. Проведение тренингов – это замечательная и познавательная программа для развития в разных сферах и сплочения. Но не всегда все желающие могут принять участие в этих тренингах по определенным причинам. Это приводит к тому, что подросток теряет интерес к развитию в обществе, подросток начинает развиваться по-своему, и при получении знаний и опыта делиться этим опытом не спешит. Он хочет развиваться только один, сам по себе и в одной сфере. Это я считаю, это наш минус. Я хочу сделать так, чтобы тот человек, который не сможет участвовать в тренинге, имел возможность участвовать в онлайн-тренингах. Допустим, прошел тренинг по развитию языков, правильно? Там многие пришли, а кто-то там кто-то не смог. Он может поучаствовать на этом же тренинге только по видеозвонку, может Zoom и что-то еще. Также он может эти тренинги показывать в своей школе для своего класса, для младших классов и еще там другие. Второе. Создать эко-команды для каждых районов на территории всех школ. То есть каждая школа создает отряд на своей территории, который будет убираться по местности, помогать людям по дороге, помогать бабушкам, помогать протолкнуть машину и такие вот работы. Каждый отряд будет смениваться новыми. Можно брать как и один класс, либо с разных классов. Это приведет к сплочению учеников, и каждому будет приятно помогать бабушкам и убираться в территорию своей школы. Я считаю, это будет приятно. Будут призы и звания лучшие отряды за месяц. Третье. Это городской школьный фестиваль. Это масштабное мероприятие, которое будет проводиться на определенных местах города. В фестивале могут участвовать все школы президента и их парламенты. Друзья, одноклассники, одногруппники, братья, сестры, все. Фестиваль будет проводиться в разном стиле, как квесты, соревнования, У вас осталось 15 секунд. Соревнования на ловкость и меткость и так далее. In conclusion, I want to say that everyone has the right to make their own choice, and everyone thinks great in their own way. But if you give me a voice, together in unity, we will be able to conquer the achievement above the mountains.